Добро пожаловать на канал «Чудо в Божьем доме», конечный пункт назначения для тех, кто ищет духовного руководства и божественного вдохновения. Наш канал посвящен распространению послания Бога и исследованию духовного значения феномена 11 часов 11 минут. На этом канале вы найдете послание Иисуса, послание Бога для вас, божественные послания, христианскую мотивацию, помощь Бога, числа ангелов, послание Бога для вас сегодня, стихи из Библии, помощь Господа, Евангелие из Библии, христианство и ежедневные цитаты из Библии. Если вам нравится наш контент, то подпишитесь на ежедневные видеоролики о христианской мотивации и Божьих посланиях. Сегодня мы приглашаем вас прислушаться к Божьим словам и Его призыву воскреснуть и принять уникальную историю, которую Он запланировал для вашей жизни. Жизненный путь может быть бурным, оставляя на нас шрамы, которые, кажется, притупляют яркость существования. Но не падайте духом, ведь Бог знает о вашей боли, о том, с какими трудностями вы сталкиваетесь каждый день, и о тех моментах, когда вам казалось, что вы сдаетесь. Он хочет поговорить с вами, дать ответы на ваши вопросы и утешить вашу измученную душу. Вы не должны быть скованы прошлыми обидами. Бог призывает вас оставить позади горькие страницы и открыть свое сердце для новых благословений и радостей, которые ждут вас. Доверьтесь Его плану, ведь в Его руках ключ к лучшей жизни, полной радости и цели. Возможно, будет нелегко снова поверить в то, что после стольких страданий может произойти что-то хорошее, но Бог хранит ключ, и Его любовь способна залечить даже самые глубокие раны. Откройте свое сердце для Его любви, и вы найдете источник истинной радости, которая преодолевает обстоятельства. Итак, мой друг, прими приглашение Бога снова жить полно и страстно. Примите историю, которую Он уникальным образом спланировал для вас. Мечтайте о большом, любите безоговорочно и откройтесь для обильных благословений, которые Он приготовил для вас. Верьте, что лучшее еще впереди, и не поддавайтесь отчаянию. Бог рядом с вами, ведет вас по жизненному пути, и Он хочет, чтобы вы возродились. Позвольте Его словам направлять вас. Бог знает, что только преданные подписчики или дети досмотрят это видео до конца. Если вы досмотрите видео до конца, не пропуская его, то вас ждет волшебный сюрприз. Поэтому я хочу сказать, будьте верным чадом Божьим и досмотрите это видео до конца. Бог обязательно благословит вас в вашей жизни. Ваша жизнь – это шедевр, написанный рукой Бога, и лучшие главы еще впереди. Помните, что вы не одиноки на этом пути. Примите Божий план для вашей жизни, и вы найдете в себе силы подняться снова. На священных страницах Библии записана вечная история о вере, мужестве и непоколебимом доверии к Божьим обещаниям. Сегодня мы отправляемся в путешествие по вдохновляющей истории Давида, мальчика-пастуха, помазанного на царство, истории, которая несет в себе глубокие уроки того, как доверять Божьим обетованиям даже перед лицом испытаний. Самуил взял рог с елеем и помазал Давида в присутствии его братьев, и с того дня Дух Господень сошел на Давида. Несмотря на скромное происхождение Давида,
Бог увидел в нем потенциал и помазал его самым лучшим елеем, что стало божественным призванием, которое навсегда изменило ход его жизни. Но вера Давида в Божьи обетования оставалась непоколебимой. Он верил, что был избран для божественной цели, независимо от того, что думали другие. И этого доверия, друзья мои, Бог желает от каждого из нас. Как и Давид, мы тоже сталкиваемся с испытаниями и сомнениями в своей жизни, но давайте учиться у Него непоколебимой вере. Когда мы доверяем Божьим обещаниям, мы согласуем себя с Его божественным планом. Господь верен всем своим обещаниям и с любовью относится ко всем, кого Он создал. Полагайтесь на Господа всем сердцем и не полагайтесь на собственное разумение. Бог желает, чтобы мы жили победоносной жизнью, наполненной целью и смыслом. Он желает устранить препятствия, стоящие на пути к Его благословениям и обещаниям для нас. Когда мы обращаемся к Богу со смирением и непоколебимым доверием, мы приглашаем Его присутствие в нашу жизнь. Он слышит молитвы наших сердец и остается рядом с нами во всех испытаниях и победах. История Давида учит нас тому, что вера венчает победу и дает нам двойную порцию благословений. Без веры невозможно угодить Богу. Давайте же, подобно Давиду, будем крепко держаться за веру в Божьи обетования, какие бы препятствия нас ни подстерегали, ибо наш верный Бог никогда не подводит, Его обещания истинны и верны. Поэтому, друзья мои, отправляясь в путь, вспомните историю Давида. Примите его непоколебимое доверие к Богу и знайте, что с верой вы тоже увидите, как слава Божья проявляется в вашей жизни. Если вы верите в Бога, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Напишите: «Мне очень нравится ваш канал, потому что вы принесли мне благословение, если вы верите в христианство». Продемонстрируйте свою поддержку нашему сообществу, внеся суперблагодарность в размере до $20. Привет, мой замечательный друг! Я очень рад видеть тебя на пороге прорыва. Позвольте мне сказать, что нет ничего удивительного в том, что жизнь бросает вам вызовы. А знаете почему? Потому что вы собираетесь достичь чего-то поистине выдающегося, и враг не хочет, чтобы вы добились успеха. Не позволяйте этому обескураживать вас, напротив, пусть это будет знаком того, что вы на правильном пути. Представьте себе, что не за горами щедрый урожай благословений, которые можно пожинать и наслаждаться. Вы пережили гораздо больше, чем многие люди могут себе представить. Пройденный путь, сражения, преодоленные препятствия сформировали из вас сильного и стойкого человека. Возможно, вы сталкивались с моментами, когда окружающие не понимали ваших трудностей и жертв, на которые вам пришлось пойти. А знаете что? Бог видит все это, и Он говорит вам, что это совершенно нормально, если другие не понимают этого. Иисус понимает это, и Он был рядом с вами на каждом шагу, поддерживая и любя вас без всяких условий. Ты избран и любим, мой друг, и Бог благоволит к тебе. А теперь потрясающая новость: все те заботы и тревоги, которые беспокоят вас сейчас, не будут иметь значения еще долгое время. Долгожданные перемены уже на пороге,
Они сметут все старые и откроют сезон новых благословений. Поэтому отбросьте все страхи и сомнения и примите эти чудесные дары, которые придут к вам в самое подходящее для этого время. Не позволяйте усталости тяготить вас, продолжайте делать добро, и обещанный вам урожай благословений придет в нужное время. Верьте в это обещание, напечатайте 333 буквы, чтобы показать свою веру в изобилие, которое придет к вам. У меня есть для вас мощное послание. Вселенная выстраивается таким образом, чтобы принести вам избыток позитива, финансовой помощи, чудес и благословений, меняющих жизнь. Чувствуете, как в воздухе витает волнение? Наберите 333, чтобы заявить об этом. В ближайшие месяцы расцветет не только ваша духовная и эмоциональная жизнь, но и ваша любовная жизнь и финансовое положение. Представьте себе прекрасный сад, полный ярких цветов. Именно такой будет ваша жизнь. Введите 333, чтобы подтвердить это. В ежедневных молитвах не забывайте просить наставления, чтобы идти правильным путем, прощения за совершенные ошибки, веры, чтобы довериться Божьему провидению, мира, чтобы успокоить свое сердце, и любви, чтобы нести радость другим. Помните, что Бог – мастер восстановления. Он может взять то, что сломалось в вашей жизни, и превратить это в нечто поистине необыкновенное. Просто имейте веру, наберите 555, чтобы утверждать это. Верьте в силу молитвы, ибо Иисус сказал, что все, о чем вы просите в молитве, верьте, и вы получите. Держитесь за это обещание и знайте, что ваши молитвы услышаны и услышаны, даже если вам кажется, что это не так, когда вы сталкиваетесь с трудностями. Всегда помните, что Бог – ваш Спаситель и оплот. Сохраняйте веру и сосредоточьтесь на Нем, и все встанет на свои места. Если вы истинный последователь Бога, смотрите это видео, не пропуская ни одной секунды, а в конце я помолюсь за вас. Не забудьте распространить эту любовь и поделиться ею с кем-то особенным. Вы не одиноки в этом путешествии, мой друг, ангелы наблюдают за вами, готовые позаботиться о ваших нуждах и осыпать вас благословениями. Доверьтесь их присутствию, признайте их руководство. Итак, держите голову высоко поднятой, сердце полным надежды, а дух – благодарности. Вы стоите на пороге чего-то невероятного, и с Богом рядом с вами нет ничего, что вы не смогли бы преодолеть. Примите приключения, которые ждут вас впереди, и пусть ваш свет сияет для всего мира. Дорогой Небесный Отец, я обращаюсь к Тебе в молитве с сердцем, переполненным благодарностью и почтением к Твоей безграничной любви и милосердию. Твое присутствие приносит мне утешение, и я нахожу успокоение в обещаниях, которые Ты дал своему народу в Священном Писании. Ваши слова – это источник надежды и благословений, и я смиренно ищу у вас руководства и благосклонности на моем жизненном пути. Благодарю Тебя, Господи, за уверенность, которую Ты дал мне. Твое обещание сделать из меня великий народ, благословить меня и сделать мое имя великим наполняет меня благоговением. Я молюсь о том, чтобы моя жизнь стала живым свидетельством Твоей доброты и любви, озаряя своим светом всех, кто меня окружает.
Пусть я буду благословением для других и принесу славу Твоему имени во всем, что я делаю. Твоя благодать, Господь Иисус Христос, это неизмеримый дар, о котором я молюсь о том, чтобы эта благодать наполнила мой дух, давая мне возможность любить безусловно, прощать свободно и проявлять доброту ко всем, как Ты проявил ее ко мне. С сердцем, переполненным благодарностью, я предстаю перед Твоим присутствием. Как сказано, я возношу свой голос в радостной хвале в псалмах и песнях, ибо Ты достоин всякого обожания и поклонения. Пусть моя жизнь будет симфонией благодарности, постоянно прославляющей Твое имя. Помоги мне, Господи, следовать мудрости, когда я сталкиваюсь с невзгодами и негативом. Пусть я не отвечаю злом на зло и оскорблением на оскорбление, но дай мне силы благословлять других, ибо я знаю, что призван наследовать благословение. Научи меня быть источником добра и благости в этом разбитом мире, отражая Твою любовь во всех взаимоотношениях. Ища Твоих благословений, Господи, я хочу идти Твоими путями со страхом и благоговением. Я верю, что истинное счастье и процветание заключаются в послушании Твоим повелениям и согласовании моей жизни с Твоей волей. Я прославляю Тебя, Господи, как выражение, и благодарю за Твою святость и праведность. Ты – Бог справедливости и милосердия, и я нахожу утешение в том, что Ты всегда рядом со мной, направляя мои шаги по верному пути. Я смиренно молю Тебя об исцеляющем прикосновении, если в моем теле или духе есть какая-либо болезнь или недуг. Я прошу у Тебя восстановления и дара здоровья и силы. Пусть Твоя любящая рука сделает меня целым. Во времена усталости и неуверенности я ищу у Тебя обновления, как описано выше. Помоги мне ждать Тебя с терпением и доверием, чтобы обрести новые силы, подобно парящим орлам, бегать без устали и ходить без оморочки, как дерево, посаженное у водных рек. Как уже говорилось, я молюсь о стабильности и процветании во всех сферах моей жизни. Пусть я буду глубоко укоренен в Твоем Слове и руководствуюсь Твоей волей, принося плоды в свое время. Во всех начинаниях я ищу Твоего благословения. Пусть мои усилия будут плодотворными. Пусть я буду благословен в своих приходах и уходах, в работе и отношениях, когда я чту и служу Тебе с сердцем благодарения и хвалы. Я вхожу в Твои врата, как призванный. Я хочу, чтобы моя жизнь была отмечена постоянной благодарностью в поклонении, признанием того, что всякое благо исходит от Тебя. Во времена испытаний и искушений я черпаю силы в Твоем Слове, как написано. Помоги мне выстоять, зная, что через эти испытания я получу венец жизни, который Ты обещал любящим Тебя. Я обязуюсь прилежно слушать Твой голос и исполнять Твои заповеди. Я желаю идти в послушание, чтобы участвовать в обильных благословениях, которые Ты приготовил для меня. Господь, я предлагаю свою готовность и послушание, как было сказано. Я желаю ощутить всю полноту Твоей благости и благосклонности, когда буду приводить свою жизнь в соответствие с Твоими принципами. С сердцем, полным хвалы, я возвышаю свой голос и возвещаю о Твоих чудесных делах среди людей, как было сказано. Пусть моя жизнь будет живым свидетельством Твоей верности и милости.
Я на собственном опыте убедился, что Ты благ. Я полностью уповаю на Тебя, зная, что Ты верен и истинен и никогда не подведешь меня. Господи, я ищу у Тебя силы, щита и спасения. С Тобой рядом я нахожу мужество, защиту и избавление от всех испытаний и бед. Даже перед лицом тех, кто преследует меня, я молюсь о любви и прощении. Помоги мне благословлять тех, кто проклинает меня, и проявлять к ним милость и сострадание, которые Ты явил мне. Твой мир, Господи, превосходит всякое разумение. Дай мне спокойствие, чтобы я мог доверять Твоему суверенитету даже во времена смятения и неопределенности, зная, что Ты держишь мое сердце и разум в объятиях своей любви. Как Ты в изобилии благословил Иова, я молюсь о том, чтобы Твоя благосклонность переполняла и мою жизнь. Пусть Ваши благословения будут щедрыми и безмерными, принося радость, обеспечение и процветание во всех сферах моей жизни. С сердцем, полным благодарности, я радуюсь Твоей милости и благости, Господи. Я обязуюсь размышлять над Твоим Словом день и ночь, чтобы быть твердо укорененным в Твоей истине и руководствоваться Твоей мудростью. Я признаю, что Ты – источник всех благословений, в Тебе я нахожу все, что мне нужно, и верю, что Ты не утаишь от меня ничего хорошего. Стремясь идти в праведности с сердцем поклонения и обожания, я ищу Твоего лица. Пусть моя жизнь будет жертвой любви и преданности Тебе, ибо Ты достоин всякой чести и хвалы. Во всем я ищу прежде всего Твоего Царства. Помоги мне установить приоритет Твоей воли и искать Твою праведность превыше всего, уповая на то, что Ты обеспечишь все мои нужды по своему славному богатству. Я обязуюсь любить Тебя всем сердцем, повиноваться Твоим повелениям и искать Твоего лица. Ты – моя сила и защита, в Тебе я нахожу убежище и безопасность. Я молюсь о мире в Иерусалиме, пусть Твой мир воцарится в сердцах людей повсюду, и пусть Твоя любовь объединит нас в одну семью под Твоей божественной опекой. Я благодарю Тебя, Господи, за Твою обильную благодать. Я молюсь, чтобы я преуспевал во всяком добром деле, переполняясь благословениями для других. Используй меня как инструмент Твоей любви и сострадания, чтобы я был каналом благословений для окружающих меня людей. В заключение я выражаю вам свою искреннюю благодарность и поклонение. Пусть моя жизнь будет свидетельством Твоей любви и верности, отражая во мне Твою жизнь для мира. Я молюсь обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Поделитесь этим видео с 10 людьми, если вы верите в Господа Иисуса. Подпишитесь на канал и помогите нам достичь 10 тысяч подписчиков. Дорогой Господь Иисус, я предстаю перед Тобой в тишине этого момента, ища Твоего присутствия и полностью отдавая Тебе свое сердце. Вознося человека, слушающего эту молитву, я вспоминаю о необъятности Твоей любви и глубине Твоего милосердия. Ты – Альфа и Омега, начало и конец, и я благоговею перед Твоей безграничной милостью. Господи, я знаю, что каждый человек проходит свой уникальный путь со своими радостями и трудностями, победами и поражениями. В какой бы ситуации они ни оказались, я прошу, чтобы Ты окутал их своими любящими объятиями и стал маяком надежды в самые темные часы.
Даруй им благодать стоять в вере, непоколебимо веря в то, что Ты – Бог, который неусыпно заботится о них в битвах, с которыми они сталкиваются, будь то проблемы со здоровьем, финансовое бремя, разрыв отношений или неуверенность в завтрашнем дне. Я молюсь о том, чтобы Ты дал им силы выстоять и мужество стойко встречать каждый день. Как Твои дети, мы можем радоваться всегда, ибо знаем, что Твое присутствие идет впереди нас, и никакая опасность не может одолеть нас, когда мы идем в общение с Тобой. Я прошу, дорогой Господь, воспитать в них дух непоколебимого доверия к Тебе, помочь им полностью довериться Тебе, даже когда обстоятельства кажутся ужасными или ответы на молитвы приходят не сразу. Пусть они находят утешение в уверенности, что Ты – верный Бог и никогда не оставишь и не покинешь их. За тех, кто чувствует, что у них не осталось сил молиться, я молюсь, чтобы Ты вдохнул новую жизнь в их измученные души, возродил в них страсть к молитве и жажду Твоего присутствия. Помоги им понять, что их молитва направлена не только на изменение обстоятельств, но и на приближение к Тебе, источнику всех сил и утешения. Помогите им усвоить эту истину и твердо стоять на ногах, зная, что Вы – их вечная помощь в трудные времена. Господь Иисус, яви себя Богом, дающим силу слабым. Во всемогущем имени Иисуса я подтверждаю и делюсь этим видео с теми, кому необходимо услышать это, когда они сталкиваются с жизненными трудностями. Напитай их своей божественной силой, обнови их дух и наполни их стойкостью, чтобы они могли идти вперед. Пусть они выйдут из любого испытания более сильными и твердыми в своей вере. Я молюсь о том, чтобы они ощутили Тебя как Бога, который сражается в их битвах, когда они передают Тебе свои тяготы. Пусть они станут свидетелями того, как Твоя могучая рука действует, сражаясь за них. Ты – Бог, который никогда не проигрывал сражений, и в Твоем присутствии они могут быть уверены, что победа уже обеспечена. Пусть наша жизнь будет свидетельством Твоей благости и милости, поскольку мы стараемся идти по вере, а не по зрению. Пусть нас знают как людей, непоколебимо доверяющих Тебе и излучающих Твою любовь и сострадание в окружающий нас мир. Я молюсь о каждом мужчине и каждой женщине Божьей, которые сейчас слушают, чтобы их покрывало, защищало, охраняло, оберегало и ограждало Твое присутствие. Окружи их своими ангелами и создай вокруг них защитную изгородь, чтобы враг не смог наложить руку на них или их семьи. Возлюбленное сердце, сегодня день глубокого значения, поскольку вы призваны принять любовь и бодрящую энергию, чистую и высокую, взращивая в себе глубокое чувство мира. При этом ваши позитивные вибрации становятся мощной силой, оказывающей влияние на всех, кто соприкасается с вашим сияющим духом. Ваша роль в эволюции Земли просто жизненно важна, ведь вы вносите огромный вклад в ее пробуждение и исцеление. Ваш свет, ярко сияющий изнутри, не только помогает собратьям по свету, но и служит путеводным маяком, открывая портал для божественного вмешательства и поддержки. Свидетельством уважения к свободе воли является то, что даже высшие существа просят у нас разрешения на помощь, зная, что наш рост и трансформация глубоко взаимосвязаны с тем, какой выбор мы делаем. В эти трансформационные времена сдвиги происходят стремительно,
подталкивая нас к совместному созиданию новой Земли, наполненной любовью, состраданием и единством. Ваш свет играет центральную роль в пробуждении окружающих вас душ, направляя их на путь служения и позитивных перемен. Неважно, погружаетесь ли вы в новую методику исцеления, предлагаете свою поддержку и заботу или просто распространяете доброту и позитив, каждое ваше действие добавляет к коллективной волне позитивной трансформации, делая мир лучше шаг за шагом. Идя по этому пути, помните, что вы обладаете невероятным даром исцеления, и он проявляется по-разному. Примите уверенность в своей способности изменить мир к лучшему. Ваши молитвы, действия и целенаправленные намерения – все это создает прекрасный гобелен позитивного воздействия. Верьте, что Вселенная с любовью поддерживает вас в этом удивительном путешествии. Дорогие души, знайте, что в каждой ситуации есть проблеск надежды на исцеление. Это может быть воссоединение с близкими людьми, исцеление ран прошлого и преодоление разрывов, которые разделяли вас. Ангелы находятся рядом с вами, мягко направляя вас на путь примирения, поощряя открытое общение и способствуя уязвимости, что в конечном итоге приводит к глубокому росту и пониманию. Для тех, кто выбрал для себя призвание служения, доверьтесь великолепной тяге, которую вы ощущаете, делясь своими знаниями, предлагая сеансы исцеления или занимаясь карьерой, связанной с заботой. Ваш вклад в развитие мира имеет огромное значение, и ряд от ваших маленьких актов доброты и сострадания распространяется далеко и широко, формируя более сострадательный и сопереживающий мир. В сфере отношений вы можете обнаружить, что вам не хватает кого-то очень важного в вашей жизни. Хотя эта связь, возможно, прошла через испытания и трудности, будьте уверены, что этот человек переживает свою собственную духовную трансформацию. Божественное время играет свою роль, и вскоре он осознает свои чувства к вам, что приведет его к примирению. Вам дано понять, что нужно рискнуть, отбросив страх и осуждение, которые могут вас сдерживать. От всей души поверьте в свои способности и примите свою уникальность, ведь вам суждено сиять ярко, как маяк в ночи. Вселенная всем сердцем поддерживает ваш путь, и с божественным временем на горизонте появятся новые возможности и позитивные перемены. Верьте в этот прекрасный процесс, зная, что вы достойны всей радости, любви и изобилия, которые может предложить жизнь. Напишите «Аминь» в комментариях и получите благословение сегодня, когда будете проходить свой путь исцеления. Вполне естественно, что старые раны могут всплыть на поверхность, когда вы отправляетесь в это путешествие, но это свидетельствует о готовности вашего тела к освобождению и исцелению. Относитесь к себе с добротой и максимальной заботой, почитая храм, в котором находится ваша душа. Сосредоточьтесь на воспитании внутренней красоты и любви к себе. Они послужат мощным катализатором духовной и эмоциональной трансформации. Вступая на этот путь, вы становитесь как бы чистым холстом, свободным от ограничений прошлого, готовым нарисовать самую необычную и насыщенную жизнь красками своей мечты. Прежде всего, непоколебимо верьте и доверяйте Вселенной, ведь ваши самые сокровенные желания и мечты могут исполниться в божественное время. Примите настоящий момент,
ведь именно в нем заключена ваша истинная сила. Позвольте Вселенной с любовью направлять вас к достижению вашего наивысшего потенциала, зная, что вы являетесь великолепной силой позитива и любви, способствующей коллективному росту и исцелению нашей прекрасной Земли. Мир преображается от одной души к другой, и вы являетесь важной частью этого космического гобелена любви и света. Ниже, Дитя Божественного, продолжая греться в присутствии безусловной любви и милости Бога, давайте углубимся в глубокую суть духовного послания. В священных объятиях Божьего присутствия вас окутывает божественная энергия, выходящая за все земные пределы. Энергия, наполненная любовью и состраданием, это источник утешения для вашего измученного сердца, бальзам для ваших слез и маяк надежды среди жизненных испытаний. Это напоминание о том, что вы никогда не одиноки, ибо Творец Всего Сущего наблюдает за вами с нежной заботой. Все, кто смотрит этот ролик, пусть Господь Иисус благословит вас всех сегодня. Ваша жизнь станет лучше в умственном, духовном и финансовом плане. Пусть вы обретете успех. Аминь. Укрывшись за закрытыми дверями, знайте, что Божественное полностью осознает боль, которая тяжким грузом лежит на вашей душе. Всемогущее понимание Бога проникает в глубины вашего существа, признавая каждый страх, каждую печаль и каждую тоску внутри вас. Нет нужды прятаться, ибо в Божьем присутствии вас видят и понимают за поверхностью ваших эмоций. Нежный голос Бога призывает вас постучать в дверь божественного вмешательства. Это приглашение – гарантия того, что, когда вы будете искать, дверь откроется, и вам откроются ответы, которые вы ищете. Доверьтесь мудрости и времени Божественного, ибо благословения, которые прольются на вас, выйдут далеко за пределы вашего воображения и понимания. Любящее присутствие Божественного – это постоянный источник руководства и поддержки. Бог наблюдает за вами, организуя божественные синхронизмы, открывая двери возможностей и выстраивая обстоятельства в вашу пользу. Проходя жизненные повороты, помните, что вы никогда не останетесь один на один с жизнью. В послании подчеркивается важность веры в Слово Божье. Вера – это мощная сила, которая разжигает пламя чудес и прокладывает путь к божественным проявлениям. Она является мощным якорем, поддерживающим уверенность в том, что Божьи обещания истины исполняются. В моменты, когда жизненные проблемы тяжким грузом ложатся на сердце, помните, что Божественный Источник благословений готов течь с непоколебимой верой. Провозглашайте аффирмации, которые находят отклик в глубинах вашей души. Эти аффирмации не просто слова, а мощные вибрации, которые соединяют вас с божественным потоком изобилия и благодати. Примите истину, что боль и печаль не являются постоянными гостями в вашей жизни. Божественное – мастер трансформации, и в мгновение то, что когда-то вызывало страдания, рассеется, сменившись безграничной радостью и внутренним покоем. С каждым мгновением вы готовитесь к божественному визиту. Присутствие Бога приближается, принося с собой ливень божественных чудес, которые преобразят ваше существование. Примите это божественное предвкушение, ибо благословения, которые вас ожидают, превосходят все ваши самые смелые мечты.
Божественная встреча обещает открыть славу Божьей любви и пути, которые найдут отклик в глубине вашей души. Это приглашение созерцать величие Вселенной, ощущать пульсацию космического сердца в гармонии с вашим собственным. Приготовьте свое сердце и дух к принятию священного дара, ибо он оставит неизгладимый след в вашем путешествии. Послание призывает вас твердо держаться своей веры, ведь Бог – верный хранитель обещаний. Любовь Творца не ограничена человеческими рамками, и благословения, исходящие от Божественного, превосходят меру с каждым биением вашего сердца. Помните, что Божья любовь поддерживает вас и продвигает вперед к божественному замыслу. В молитве выражайте глубочайшую благодарность Всевышнему за то, что Он является вашим путеводным светом, постоянной поддержкой и неизменным спутником на извилистом жизненном пути. Примите обещание божественной реализации, зная, что изобилие и благословение жизни – это не просто мечты, а божественная реальность, которая ждет своего часа. Пусть ваше сердце наполнится радостным предвкушением получения всего, что Божественное предназначило для вас. Примите веру, которая побуждает вас двигаться вперед в царство чудес и божественных проявлений. Откройте свою душу для божественного присутствия, ибо вы избраны для того, чтобы стать свидетелем невероятных благословений, которые Бог предназначил для вашей жизни. Примите этот момент божественного откровения, потому что вам дана возможность обменять свои тяготы на благословение, свои слезы на радость. Напишите «Аминь» в комментариях и получите благословение сегодня. Верьте в бесконечную мудрость Бога, верьте в себя и двигайтесь вперед с надеждой и решимостью. Знайте, что Творец всегда рядом с вами, нежно заботясь о вас в каждый момент времени. Устремитесь к Божественному в молитве и медитации, греясь в тепле безусловной любви, которая окружает вас. Принимайте каждый день с благодарностью, ведь в настоящем моменте заложены семена будущих благословений. Будьте открыты для получения всех чудес, которые Бог готовит для вас, ибо они рождаются из глубин божественной любви и благодати. Небесное Царство радуется вашей вере и восприимчивости к божественному посланию. Идя по этому пути преображения и благословений, знайте, что вы вечно находитесь в объятиях божественного плана. Станьте свидетелем чудес, которые раскрываются по мере того, как вы соединяетесь с божественным потоком жизни. Отправляйтесь в путь с открытым сердцем и духом, готовым принять все, что Бог приготовил для вас. Доверьтесь божественному устройству вашей жизни, ибо любовь Творца непоколебима, а Его благословение безграничны. Пусть у вас будет уверенность в том, что Божья любовь сопровождает вас на каждом шагу, ведя к исполнению ваших самых сокровенных желаний и мечтаний. Внимайте священному посланию и знайте, что вы – любимое дитя Божественного, предназначенное для жизни, наполненной чудесами и божественной благосклонностью. Я внимателен к божественному присутствию внутри меня, и каждый раз, когда я произношу слова благословения, я приношу духовный комфорт моей семье, моему дому и всем людям, которых я люблю. Я доверяю руке, протянутой мне Божественным, и без промедления крепко держусь за нее, зная, что меня ведут и поддерживают. Я отбрасываю все сомнения и страхи, ибо помню, что Бог со мной,
Он слышит мои молитвы и дает мне силы, необходимые для преодоления любого отчаяния или невзгод. Мои молитвы, рожденные в терпеливой и надеющейся вере, являются ключом к чудесам и благословениям в моей жизни. Я больше не буду слушать тех, кто сомневается или обескураживает меня, ибо я верю в божественный план и цель моей жизни. Я решил навострить уши и прислушиваться только к голосу Бога, голосу истины и мудрости. Во времена темноты и неуверенности я буду вспоминать о тех случаях, когда мои молитвы изменяли ситуации, казавшиеся непреодолимыми. Я испытал на себе силу веры и молитвы и знаю, что Творец всегда слышит мои искренние просьбы. Я буду стремиться к силе Божественного, ибо именно эта необъяснимая сила порождает во мне веру и надежду. Я верю в себя, ибо даже когда я сомневаюсь, Бог верит в меня. Я доверяю руководству и защите Божественного, зная, что внешность и мнение других не определяют мою ценность. Я выбираю согласованность с божественным потоком жизни, ища прежде всего одобрения и руководства Бога. Я нахожу утешение в том, что Творец всегда готов выслушать меня, обнять меня с любовью и направить по моему пути. Я принимаю каждый день с благодарностью, потому что я получатель Божьей любви и благодати. Я уверен, что преодолею любые препятствия, если обращусь к божественной силе и возложу свое упование на Творца. Я верю в обещания Всемогущего, ибо они истинны и непоколебимы. Во времена испытаний и несчастий я твердо стою в своей вере, зная, что планы Бога в отношении меня никогда не прекратятся. Меня не обескуражит ни течение дней, ни мнение окружающих, потому что божественное присутствие внутри меня – это источник моей силы и мужества. Я знаю, что многие ищут мгновенных чудес, но я понимаю силу терпения и доверия к Божьим срокам. Я выбираю быть храбрым и смотреть на свои проблемы с непоколебимой верой, зная, что мои молитвы будут услышаны в божественное время. Сегодня и каждый день я живу под кровом Божьей любви, защищенный от всякого зла и вреда. Я пью из рек живой воды, и благословения текут из моего сердца. Я глубоко любим и защищен, и я никого не боюсь, ибо Божественное со мной. Я доверяю божественному руководству и знаю, что мой дом, мои финансы и все важные аспекты моей жизни находятся под присмотром. Мои дети находятся в безопасности в руках Божьих, и планы врага причинить им вред побеждены. Каждым своим шагом я распространяю Божье Слово, свет и любовь, смущая врага и заставляя сдаться тех, кто хотел причинить им вред. Я иду вперед с радостью и улыбкой, зная, что могущественная рука Творца приносит изменения и решения всех моих проблем. Я живу с уверенностью, что все будет хорошо, и уверенно двигаюсь к тому прекрасному месту, которое я себе представляю. Я доверяю божественному плану, зная, что Всемогущий всегда направляет, защищает и любит меня. Если это послание нашло отклик у вас, я приглашаю вас ответить в комментариях и открыть себя для благословений, которые Бог приготовил для вас. Утренняя молитва. Дорогой Бог, с наступлением утра я обращаюсь к Тебе в молитве. Наполни мое сердце благодарностью за этот новый день и направь меня по пути добра и цели.
Дай мне силы справиться с предстоящими трудностями и мудрость, чтобы сделать выбор в соответствии с Твоей волей. Пусть Твой свет озарит мой разум, даруя ясность и понимание. Благослови моих близких своей любовью и защитой. Пусть их день будет наполнен радостью, миром и обильными благословениями. Вступая в этот день, я отдаю себя в руки Твоего божественного руководства. Используй меня как инструмент Твоего мира и источник доброты для тех, с кем я сталкиваюсь. Благодарю Тебя за дар жизни и возможности, которые она дает. Во имя Иисуса я произношу эту смиренную утреннюю молитву. Аминь. Сегодняшняя молитва. Дорогой Бог, закрывая глаза и обращаясь мыслями к Тебе, сегодня вечером я предстаю перед Тобой в молитве. Я благодарен за этот день, который Ты подарил мне, за благословения и испытания, которые он принес. Готовясь к отдыху, я прошу у Тебя руководства, любви и защиты на протяжении всей ночи. Даруй мне душевный покой, чтобы я мог избавиться от всех тревог и волнений, которые тяготят мое сердце. Помоги мне найти утешение в ночной тишине и даруй мне спокойный сон. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Чтобы поддержать наш канал, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о звонках. Введите «Я люблю Тебя, Господи». Дитя мое, да благословит тебя Господь. Я молюсь за